Потому что фильмы, которые идут по России, по кинотеатрам, какие-то мегаполис, они получают прокатное удостоверение где-то, да, какой-то организации. И потом с этим прокатным удостоверением они имеют право заходить в кинотеатры с какими-то форматами там, и так далее, и там транслироваться. Вот в Башкортостане что-то такое подобное есть? В Башкортостане у нас несколько лет назад киностудии объединились с кинопрокатом. Но этот кинопрокат занимается в основном там, продвижением российских и зарубежных фильмов. Прокатывали из башкирских фильмов, прокатывали «Ловец ветра». Он 1/30 часть, где-то, ну, я могу ошибаться, потому что точных там, данных у меня нет, но 1/30 часть, там 27 было миллионов, где-то, ну, чуть больше миллиона, по-моему, он окупил. При том, что они еще не очень старались. Имеется в виду, они охватывали большие кинотеатры, то есть там не было такого выезда в деревни. Фильм Айнура Аскарова «Пусть ветер унесет мои слова» тоже заработал, окупил, если не ошибаюсь, где-то 1/5 часть. Ошибаетесь. Сколько? Окупился? А, нет, 1/5? Ну да, где-то миллион, по-моему, да, они заработали, а грант был выделен на 5 миллионов. Да, это я ошибся, да. Ага. Вот на сегодняшний день, вот из таких крупных проектов, там вот с Хабиром Сулеймановым приезжал его продюсер, он спрашивал, есть ли какой-нибудь башкирский фильм, который полностью окупился в прокате? Но мы были вынуждены признать, что еще нету такого фильма. Будет, А? он сказал, будет. Нет, но он просто это аргументировал, он там выражал свое мнение о том, что нужно как бы развиваться в коммерческом направлении, там нужно привлекать деньги, звезды и все прочее. Ну, в общем, он прав. Что нужно делать, чтобы фильм окупился? Можно я на вопрос Тимура наполню просто? Давай. Перебью, может? Да, нет, я просто не могу согласиться, Тимур. Значит, по поводу проката ВРБ два варианта есть. Первый, у киностудии есть своя сеть. Ты об этом сказала, да? Не сказала, по-моему. Сеть кинотеатров. Да, своя сеть кинотеатров. Белорецкий металлург, там в Сибае, как он называется, Баймакта, Ирандык. Где-то там 7-8 кинотеатров. Это через киностудию Башкортостан делается. Там на условиях договориться. Второй вариант. Самый крутой, самый нормальный. Берешь сам, выезжаешь в район, договариваешься на местах со всеми директорами РДК. Это делается очень просто, и у них там не каждый день занят. Ты говоришь свою свободную дату, в этот день мы приезжаем, ставим кино. Лучше со своей аппаратурой. Аппаратура на местах как бы не айф, ни звука нет, ни экрана, ни проектора, ничего нет. Своей аппаратурой, ну, с нынешними технологиями это очень просто. Да, экран можно свернуть, проектор с собой взять, ноутбук и все, вот это достаточно. Вот второй вариант, пока что он нелегальный, ну скажем так, да, относительно, но он более эффективный и более доходный. Насчет легальности, а кто следит за этим? Никто? Нет, никто не следит. Почему говоришь, что нелегально? С точки зрения закона, там, ты ничего не начинаешь? Ну не то, что нелегально, скажем так, допустим, РДК берет обычно 10% от входа. По сути, эти 10% должны уходить в отдел культуры, да? Но никто за этим не следит, я в этом плане говорю, что нет, ты не подписываешь ни договоров, никаких, ты просто... Нет организаций, которые будут следить за этими прокатами. Да. Юридически, то есть с этой прибыли там должен заплатить 18% НДС, там, ПРФ, никаких вимог, ничего нету. Это не проблема. На сегодняшний день Нелегальный прокат, это скажем не так. проблема. Нет, Я знаю, что идти по этому пути, идти по этому пути. ну, Потому что на прокат можно там любой фильм взять. Выживший, да, только что вышли. да, я понимаю. Я сейчас отключу. Что я хочу этим сказать? Что то же самое американское кино. Там выпускается очень много плохих фильмов. И у них есть принцип из количества в качество. Потому что выпускаются хорошие фильмы, а плохих фильмов, ну, наверное, выпускаются в десятки раз больше. Конечно. Там они просто тренируются. Да, если у нас не будет цензуры, я думаю, что цензуры быть не должно, если у нас есть очень много самодеятельных режиссеров, которые будут кататься по районам, показывать свои фильмы.
Если не будет цензуры, то понятно, что какие-то фильмы будут не очень хорошие. Зрителей не проведешь, зритель будет понимать, но при этом время от времени он будет смотреть хорошие фильмы. То есть, допустим, в деревню там приехали 10 режиссеров подряд, да, со своими фильмами. И все-таки эта культура хождения, она в любом случае будет развиваться. Я думаю, что и плохие фильмы тоже должны быть. Но цензуру лучше создавать какую-то централизованную организацию не обязательно. Вот на вопрос Тимура еще отвечу. Сейчас, то есть кинопрокат наш государственный, башкирский, ну вот сейчас относительно башкирских фильмов не совсем справляется. У нас Айнур Аскаров в прошлом году организовал башкирский киноуикенд, то есть до этого, по идее Загира, кстати, дважды проводил ночь башкирского кино, потом вечер башкирского кино, а в этом году в первый раз... День башкирского кино. Ну вы поняли логику. Башкирский киноуикенд из 7 фильмов, и он уже шел в прокате. Тогда мы делали и платный вход, а сейчас люди шли, и каждый раз, там Айнур специально следил, на каждый сеанс приходило около 30 зрителей. Это в родине, учитывая, что даже на блокбастеры там ходят меньше, то есть есть очень стабильный, хороший интерес к башкирскому кино. Кроме этого, этот башкирский киноуикенд был показан тоже по кинотеатрам республики. Там, конечно, посещаемость была гораздо меньше, но есть интерес, который можно развить. Важно. И вот Фидан спрашивал, вот выезжаю я со своим фильмом. Если у тебя фильм на 15 минут, лучше объединиться там с Батыром, с Ильфатом, допустим, и сделать программу на час-полтора. Потому что если уже зритель выделяет время для того, чтобы сходить в кино, ему хочется больше удовольствия получить. Не один час. Больше. Потому что мы, к сожалению, привыкли к голливудскому формату, что удовольствие должно длиться, да, минимум 1,5 часа, можно 2, А лучше 3. можно 2,5. Но нет, сильно много, долго тоже не надо, потому что устает зритель. И есть, к сожалению, такое отношение к короткометражному фильму, к короткометражному кино, что это какой-то неполноценный фильм. Вот каждый раз, допустим, мне, когда там выражают пожелания, говорят, мы желаем, чтобы ты сняла полнометражный фильм. Думаю, мне нравится снимать короткометражное кино. Потому что если полнометражный фильм — это роман, а короткометражный фильм — это рассказ, это разные жанры, и это очень хороший жанр. И мне кажется, нужно не нам стремиться угодить под вкус зрителя, который уже подпорчен Голливудом, а наоборот воспитать его так, что вот есть такое клевое башкирское кино, оно в основном короткометражное, вот ходите. Причем вам же будет лучше, если вы идете на полнометражный фильм один, и он вам не понравился, вы уйдете разочарованные. А если вы пойдете на несколько короткометражных фильмов, если там 2-3 из них окажутся совсем никудышными, то 2-3... Для вас просто удивить. Да, то там пара фильмов вас Волей-неволей. в любом случае понравится, да, и вы в любом случае уйдете довольны. Особенно если там самый последний фильм окажется там очень хорошим. Хорошее настроение вам обеспечено. Так. Тут у нас есть вопросы из интернета. Ага. Рафис Куйбагаров спрашивает. Расскажите про фильм, который планируете снять в селе Исянгулово. Да, в Исянгулово, кстати, если Рафис Куйбагаров хочет поучаствовать и там... Пусть готовит деньги. Ну, помочь, он же исянгуловский. Да, Рафис слышал? Если ты нас слушаешь. Да, мы с удовольствием там поработаем вместе с ним. Но это очередной малобюджетный фильм, так как бюджет в киностудии еще сильнее сократили, то сейчас выделили только 100 000 на фильм, это очень мало. Поэтому, а у нас в закромах всегда есть сценарий. То есть у нас есть сценарий на такой бюджет, потом на такой бюджет и на разное время года. У вас тоже так должно быть, если вы собираетесь снимать непрерывно. Не только Рафис, я провела там годы своего, видимо, это было становление личности, наверное, где-то с 10 лет там, до 15 лет, и все мое отрочество прошло там.
И поэтому вот как-то часто приходят сюжеты, связанные именно вот с тем периодом, это 90-е годы. Фильм «Келеш Алам» — это то же самое, их там снимали, тоже самые 90-е годы. Правда, там не ярко выражен, но там стилистику мы все старались там соблюсти. Актеров, там половину актеров мы уже нашли. 1,5? Нет, там есть еще массовка. Нет, на самом деле примерно 1,5, потому что есть утвержденные актриса, она утверждена, да, и потом на рассмотрение. Вы не обращайте внимания, я до утра не спал. Но видишь, как твои комментарии оживляют общую дискуссию. Может, кто-то уже хочет меня убить просто. Я уже хочу за спикера. Мне кажется, слишком ошибленная часть зрителей. Нет, мне нравится, это значит, что зритель вовлечен. Не зритель, а участники вовлечены в процесс. И да, второй вопрос от Рафиса. Как вы считаете, в ком нуждается башкирское киноискусство? Тут, наверное, имеется в виду кадры какие, наверное. Да, кстати, у нас, я тоже как-то рассуждала на эту тему на страницах газеты «Кискайфю», что у нас у башкир есть некоторое чаяние, такое желание мессии, не важно в какой области, но и в области кино тоже, что появится такой мессия от кино, который снимет основной фильм, в который будет вложено все, как «Храброе сердце». Потому что куда бы мы ни пошли, всегда... Ну, сейчас появился Хабиб Сулейманов, и ему все задают уже вопрос, то есть он уже заявил о Салавате Юлаеве, хотя до этого заявлял Булат Юсупов, он тоже хотел снять. Всегда задают вопрос, когда будет фильм о Салавате Юлаеве, потому что все хотят главный фильм. Все хотят, чтобы был в нем главный герой, который всех позовет за собой. И снять его должен главный режиссер, который тоже всех кинематографистов поведет за собой. Я считаю, данный подход не совсем правильный, потому что национальное кино башкирское, оно разнообразно. Мы должны работать, даже не должны, мы будем работать, уже работаем в разных жанрах, потому что режиссеры все разные, у всех разные интересы. И мы заполняем со всех сторон. И сейчас, что хорошо, мы находимся в состоянии здоровой конкуренции. И появляются зачатки коммерческого кино, которое идет на самоокупаемость. И, конечно, оно будет сначала малобюджетным. Есть, конечно, гранты, которые выделяются, там их очень мало. Гранты выделяются либо одному режиссеру, допустим, в прошлом году вообще никому не выделили, потому что грант получил кинофестиваль. На это рассчитывать можно надеяться, можно и нужно постоянно писать на гранты. Но, я думаю, основную ставку нужно делать на коммерческое кино, но не в плане того, что это коммерческое кино, которое ориентировано на вкусы, на низкие вкусы зрителя, а то есть кино, которое ты хочешь снять сам, то, что ты хочешь сам выразить, и все это предлагать зрителю. Мы тем самым воспитываем зрителя, поднимаем его на более высокий уровень и сами развиваемся. Два вопроса. Первый... Я забыл. Второй задам, видимо, более важный. В плане... Я просто услышал фразу, что вкус подпорчен Голливудом. У меня как бы есть такое убеждение внутреннее. Голливуд, он сколько уже существует, да, кинематограф, и сколько он десятилетий существует как самоокупаемый кинематограф. Может быть, все-таки на Голливуд опираться в плане примера, посмотреть, не нужно придумывать велосипед, и нужно изучить вот эти вот каноны, какие-то законы жанра, которые хотя бы вот применить вот в данный момент, сейчас просто взять скелет и применить на башкирское кино, чтобы сделать кино таким же популярным. То есть я не считаю, что кино все должно быть артхаус, и все должно воспитывать зрителя, потому что, как правило, не артхаус, а авторское кино, да? Потому что авторское кино, оно скучное для большинства башкир, которые живет вообще, в принципе, как люди, не все люди понимают кино какое-то. Может быть,
90% молодежи нужно именно легкое кино, легкая молодежная комедия, легкая там фантастика, боевик или пусть даже элементы эротики, вот там немножко. Да, Вот. Но вот этого кино же у нас совсем нет в Башкирии, в Башкортостане. Никто Хорошо, его не да. пытается даже делать. Я уточню, я говорила про подпорченный вкус, когда говорила о хронометраже фильмов, что мы подпорчены тем, что мы уже ориентируемся, да. Допустим, если мы вечером хотим посмотреть фильм, если я хочу отдохнуть, расслабиться после тяжелого рабочего дня, я смотрю голливудский фильм, потому что я знаю, что я получу, я знаю, что мне не будет тяжело его смотреть, потому что даже смотреть европейское кино тяжело. Это уже работа. Ты работаешь как кинематографист, там, изучаешь. Очень тяжело смотреть отечественное кино. Я не говорю там легкое коммерческое кино, которое тоже, ну, более-менее оно сейчас стало таким удобоваримым. Именно в плане хронометража. И если, допустим, ты снимаешь полуторачасовой фильм, то зрителю как раз-таки его легче будет воспринимать, и это нужно делать. Пока мы рассуждали именно о малобюджетном кино, как его окупать, если ты снял фильм на 100 тысяч, то ты его можешь окупить, проехавшись по району. Это будет очень долго, это будет достаточно, то есть это не легкий способ заработка, но это нормальный, доступный способ. А если ты вложишь большие деньги, даже если это будет малобюджетный, но полнометражный фильм, он все равно там в копеечку влетит. Но тебе будет легче его окупать, потому что зритель уже будет знать, что это полнометражное кино, что он получит все сполна. Поэтому, конечно, на Голливуд нужно ориентироваться, и не только в плане коммерческом, а в плане художественном тоже, потому что они, допустим, в написании сценариев, в соблюдении драматургических канонов в игре актеров достигли очень больших высот, так что мы это воспринимаем естественно, мы не видим фальши в этом, потому что у них очень сильная актерская школа, и, конечно, на это нужно ориентироваться. Тоже хотел бы добавить, может нам, ну да, естественно, и исполнение непосредственно, то есть качество кино снимать, но я считаю, что еще не хватает пиара относительно до базовых, да, афиши, как они их рекламируют. Те же самые, например, киностудии, что сам, они снимают фильмы хорошие, да, но никакого качественного трейлера к фильму я, к сожалению, еще не увидел, к примеру. Ну вот если как раз фильм «Ося», то да, интересно посмотреть сразу. Вот наподобие этого хотел бы, чтобы это правильный обязательно. пиар. И это, кстати, идет из твоих коммерческих интересов. Если ты снял фильм, вложил свои деньги, если ты хочешь продвинуть свой продукт, ты будешь заинтересован в том, чтобы сделать хороший трейлер. Это недостаток именно государственного аппарата, он очень неповоротливый, там люди сидят на зарплате. Но я просто тоже попала в систему, да, я 9 лет была в этой системе, и она немножко, то есть не немножко, она очень сильно меняет, да, твой образ мышления. Потому что, тебе говорят, допустим, сделать трейлер, да, ты сам не занимаешься продвижением этого фильма, потому что ты денег с него не получишь. Даже если ты вложишь свои деньги туда, ты денег с него не получишь, потому что они говорят, допустим, относительно моих двух соседей, мне было сказано, киностудия не заинтересована в том, чтобы прокатывать этот фильм. Потому что нам твои копейки, которые ты принесешь, когда я предложила, я говорю, давайте мы разделим проценты. Я буду прокатывать, потому что мне нужно вернуть эти деньги, расплатиться с людьми, вернуть деньги, которые я вложила в фильм. Мне не нужны твои копейки, поэтому мы не будем этим заниматься. У нас есть более важные дела, как фестиваль, как более крупные проекты. Поэтому я этим занялась самостоятельно. А если вы хотите снимать фильмы на прокат, вообще для чего вы снимаете? Интересная позиция тоже киностудии, я не понимаю. Если она не заинтересована в прокате фильма, то что она... Тут я тоже должна вступиться за киностудию, потому что есть такое ощущение, что киностудия Башкортостан, что там работают сотни специалистов, все они получают зарплаты и все они должны работать. На самом деле там работают 4 или 5 режиссеров на данный момент.
Там работает один осветитель. Там работает сейчас один оператор. Там очень маленький штат. И административный штат тоже очень маленький. Если бы это была большая организация, она могла бы все успевать. А тут просто это очень маленькая организация и с большим названием и очень маленьким бюджетом при этом. Поэтому, мне кажется, не нужно много ждать от киностудии. Киностудия рада помочь там молодым, готовы предоставить оборудование, причем работать на условиях там совместного владения прав. Сейчас вот этот фильм, который будет снят, мы будем снимать совместно. Вопрос у меня именно взаимодействие с киностудией. Ну, вообще, интересно узнать, вот, как вы работаете, как у вас происходит взаимодействие, и как вот поэтапно шли к этому. То есть, мне интересно, допустим, вот Федан хочет снять фильм, он режиссером, сценарий написал, допустим, и как бы хочет сейчас снять какой-то фильм. Как ему, какие этапы ему нужны? Как он должен поступать, куда обращаться, и как взаимодействовать? Вы работаете с киностудией вместе, и как строятся ваши отношения, взаимоотношения? Вот сейчас, после того, как я уже ушла из киностудии, как независимый режиссер, да, или... Вы ушли? Да, я ушла из киностудии в прошлом году. Сейчас уже больше месяца. Я являюсь независимым режиссером. Победа башкирского кино. Ну, реально, да, то есть тут же, наверное, каждый из этих присутствующих хочет снять фильм. Как вот ему поступить? Как вы видите именно То То есть у него нет ничего, у него нет денег, он хочет снять. Да. В таком случае в киностудии неоднократно были случаи, когда приходит молодой режиссер и говорит: вот я горю желанием снять фильм, давайте там сделаем. Иногда бывало, что там просто просят помощи. Ага, ладно. У нас пролетели 1,5 часа, мы так и не рассуждали о сценариях. Ну ладно, мне кажется, тема была интересной, да? Сейчас рассуждаем. Что вам нужно сделать? Вам нужно написать заявку. И нужно предложить киностудии. Потому что киностудия сейчас, получается, на данный момент, она обязана обеспечить работой сначала своих режиссеров, и также работают режиссеры со стороны. В основном работают, конечно, режиссеры с образованием, то есть им выделяется бюджет. Но если у вас есть интересные предложения, то есть если вы не просите бюджета, а говорите: давайте там вы дадите оборудование, мы напишем там при содействии киностудии Башкортостан, или там, если получится хороший фильм, киностудия Башкортостан сможет как бы от своего имени тоже представлять этот фильм. То есть вы сами уже конкретно относительно каждого проекта регулируете вот этот правовой вопрос, но его нужно отрегулировать сразу, нельзя там полагаться на честное слово, на устную договоренность, потому что мы все на этом прогорали. Нужно написать договор, если их это заинтересует. И тогда есть шанс, что вам дадут оборудование, по крайней мере, то есть, не самое новое оборудование. Я даже говорю сейчас не про аренду, а про то, как можно бесплатно, если у вас там безбюджетный фильм совсем, и если вы сумеете заинтересовать директора и худсовет. Для сторонних формируется таким образом, что подаются заявки. Заявки рассматриваются... Куда заявки? Главному редактору киностудии Башкортостан отсылаются заявки. В конце года рассматриваются все эти заявки, некоторые там сразу не проходят, потому что он видит, что если уже совсем никуда не годная вещь, то он на худсовет не пройдет. Обычно на худсовете рассматриваются заявки от самих режиссеров в первую очередь и заявки от сторонних. Но желательно, чтобы эти режиссеры были как-то себя зарекомендовавшие. То есть, если вы уже как-то себя зарекомендовали, допустим, Митамедиа, да, то у вас уже есть какой-то шанс, что что-то может быть. Но про бюджет я сейчас сказать ничего не могу, и тем более я уже сейчас не имею права говорить от лица киностудии. Примерно так. А если есть шансы у них тоже бюджет, да? То есть они могут выделить какой-то бюджет. Да, в основном, если, конечно, у вас есть образование, или если вы являетесь студентом. Поэтому вам всем рекомендую поступить в Институт кино и телевидения заочно.
Сколько стоит обучение? 60 тысяч сейчас в год стоит. А сколько лет? Заочно. 5 лет? 6 лет. Итого? Я тоже смотрела, что там есть среднюю А, что? Или вы как, через целевую, да? Нет, я сама платила за свое обучение. Грубо говоря, 5 тысяч в месяц. Ну, там еще нужно жить, то есть примерно такая же сумма, то есть 60 тысяч у вас уходит на оплату учебы и где-то 250-60 на дорогу, на проживание. То есть в течение года вы зарабатываете эти деньги или там, Тратите на учение. да? Ну, это стоит того. Там каждый год, да, сначала первые 2 года месяц, там, потом по 40 дней, потом по 50, вот так. И в последний год вы еще едете на диплом отдельно. Заочно, да, учились? Да, заочно. А ты учитель? Да, я в прошлом году защитила диплом фильмом «Два соседа». Так, еще вопросы вроде были. Вот Федана? Нет? Ну, ладно, тогда... Сколько примерно платите за один день актеру? Это по-разному. Это зависит от актера, от того, Не форматовал. Нет, от того, насколько мы его мучаем. Хурматулли ты знаешь, да, уже сходить? Я не работала с дорогими актерами, потому что у нас очень много невостребованных, но очень шикарных актеров, которые больше горят желанием сняться в кино, нежели заработать на этом. Потому что если там, ну, бывало у нас то, что актер говорит, я там на свадьбе больше заработаю за этот день, и просят в день столько, сколько он берет за свадьбу. Мы ему говорим, извините, пожалуйста, мы не будем с вами работать. Мы будем работать с этим актером, который столько не попросит, который такой же талантливый, но, может быть, не такой раскрученный. Так, ну, я думаю, что тогда мы оставим на следующий Оскон, да? Да, оставшиеся вопросы. Запись можно будет в течение ближайших дней увидеть в группе нашего конкурса, нашего фестиваля. Вот, а сейчас давайте сделаем 5-минутный перерыв и далее вернемся к программе сегодняшнего дня. У нас уже подъехал Алексей Стасюк. Мы Алексея представим перед началом его мастер-класса. Ну а сейчас можете попить чай. Поаплодируйте еще раз. Сейчас остановить надо. Сейчас вот время купила. Странно вообще. Это от YouTube, скорее всего, мне кажется. Да, ну, может быть. Его надо включить. Ну ладно. Да? Его надо ведь? А? Я не знаю. Включайте все, надо. Не надо. Аккумулятор. Че? Я видел. Там Тимур выложил какой-то видос вчерашний вечер. Там презентация У тебя техническая пауза, что ли? Да, техническая. Ну, этот народ еще во внимании был. Надо сейчас собирать.
сон не экран не вырубал. А сейчас у тебя из-за того, что... Я так понял из-за этого. А мы с него не проводили показ. Мы же с моего, получается. Да? А своего мы нельзя вступить. Вроде бы, да. Давай тогда переподключим, может быть, а мы... Там у нас трансляция по каналу. Ладно. Как трансляция кто-нибудь это? Пишут, нет, задают вопросы. Да, написали 2 вопроса. А, еще, ну что? Мы можем вывести напрямую с YouTube, что мы будем Ну, если найдешь, будет здорово. Если нет, я Следующий идет трансляция, да? Нет, завершили. А, идет. Это предпоказ. Нет, у меня идет. А, или нет? А, паузу поставили, да, просто? А, ну да, у меня вот эта картинка и все. Нет, нормально, смотрите, в принципе. Ну, это Bluetooth такой. Ну, да, у него он определяется как обычный плавает. Слушай, а давай повернем, пусть идет. Ну, давай. Вот так, повернем просто на... Она продолжается сейчас, да, еще? Нет, не продолжается. А если здесь, куда нажать надо? Запустить. Нет, это... А нет, все нормально идет. Что у нас зависла картинка? Это... У нас сегодня технические такие вот неполадки. Он, получается, каким-то причинам очень прерывает трансляцию. Провисает. Давай вот. Все работает? Отлично. И давай вывести на второй. Или просто мы сделаем сейчас дублирование. На самом деле, можно попробовать перенести туда. Не имеет значения. Или это у меня просто я сейчас не будет. Да? Пошел, конечно. Удобная вещь. Если просто на... А ты как готов?
А здесь человек дальше. Я не подхожу под нож. Южный. Никакого здесь. Вот, мы рады представить вам следующего спикера. Это Алексей Стук, основатель младшей студии Фигер Реквиемуте, а также создатель школы кино и Свердловской киностудии. Подробнее о себе и о теме мастер-класса Алексей расскажет сам. Всем привет, этот мастер-класс на самом деле вам повезло, потому что этот мастер-класс создан специально для этого, он по-настоящему уникальный. Эти правила, которые здесь введены, никогда не